есть. Я не смотрю наших местных блогеров. Королевич тут решила. Все. Добрый день, уважаемые читатели и зрители «Кактус Медиа». После новогодних праздников мы вышли опять в прямые эфиры. Меня зовут Диля Исупова, я журналист «Кактус Медиа», и мы продолжаем наши разговоры о политике. Тем более это актуально, впереди у нас досрочные президентские выборы 2021 года, извиняюсь, и еще состоится референдум. О том, что может произойти, о возможных нарушениях, которые могут произойти как в отношении участников выборного процесса, в отношении избирателей, мы поговорим с экс-членом Центра избиркома, всем известной, очень популярная в социальных сетях, Атыр Абдрахматовой. Атыр, добрый день. Спасибо большое за то, что приняли наше приглашение. Поздравляю вас со всеми праздниками. Ну и самый главный вопрос. Вы экс-член Центра избиркома. Как было принято решение о том, что вы уходите? Почему это случилось? Спасибо. Благодарю, что позвали, да, и всех зрителей «Кактус Медиа», читателей тоже позвольте поздравить с Новым годом. Пусть этот год будет на самом деле созидательным, позитивным, потому что на уровне мирового кризиса, да, важно нашей стране не усилить этот кризис, а выровнять. Хотя, конечно, этот год будет сложный, и у нас должны быть, да, вот уже в это воскресенье референдум и внеочередные выборы президента, потом парламентские выборы, обратно референдум и еще местные выборы. У нас очень много выборных процессов. Да, поэтому терпения нам всем и экономии средств, в том числе бюджетных. С ЦИКа я ушла 15 октября, приняла решение, да, о том, что уйду по собственному желанию, это мое собственное личное понимание и решение, потому что, как вы знаете, ну это уже общеизвестный факт, да, вот это все народные волнения, которые произошли 6 октября, они произошли на фоне того, что избиратели, наши граждане не доверяли избирательному процессу. Да, и итоги, которые были признаны недействительными, это уже кульминация, потому что весь выборный процесс, вы помните, да, шел, к сожалению, в режиме двойных стандартов, когда ЦИК в одном месте в отношении одних партий видел нарушения, в отношении других партий не видел никаких нарушений, да, позволял и петь, танцевать, и административный ресурс использовать. Соответственно, народ уже был готов к тому, что результаты будут сфальсифицированы, да, итоги голосования. Поэтому произошли эти события, и недоверие это, естественно, было к Центру избиркому. В Центре избиркома, вы знаете, 12 членов ЦИК, и как бы этот шаг был важен для меня лично, для того, чтобы, я считаю, что события 2005 года, что события 2010 года, да, и кровопролитие 2010 года. В этот раз тоже, да, один парень на площади умер, один, помните, умер во время агитационной кампании, да, в Узгене был убит, зарезан. То есть 2 смерти было на прошедших парламентских выборах тоже. И всегда у нас происходят какие-то народные волнения, смена власти после выборов. Понимаете? Да, и почему произошло и в 2020 году? Потому что до настоящего времени Центральная избирательная комиссия, члены Центра избиркома не были привлечены к ответственности. Святая корова. Понимаете? И когда у людей есть ощущение, что они святая корова, и никто их не привлечет к ответственности, никто их не посадит, то, естественно, да, какие бы идеальные законы не принять, какие бы идеальные цифровизацию не провести, автоматику внедрять в избирательный процесс, нарушения будут, человеческий фактор будет, коррупция будет, административный ресурс будет. То есть вы чувствовали свою вину за такой результат выборов парламентских в октябре 2020? Однозначно, и поэтому понимаю, то есть я за то, чтобы члены Центральной избирательной комиссии понесли уголовную ответственность. Все, да, включая меня, да, я сама лично готова ответить, я даже предполагаю, по каким вопросам не усмотрела, не проглядела, не остановила, да, потому что по многим вопросам, по многим нарушениям я, конечно, пыталась совместно с журналистами, совместно с активистами предупредить нарушения, да. Ну а что стало последней каплей? Ну, последней каплей истории это стало то, что Текебаев после получения мандата, несмотря на то, что Центр избирком виноват в этих событиях, они начали в парламенте открыто продвигать, что этот ЦИК работал законно, честно, справедливо, и что эти члены ЦИК должны работать дальше.
Я поняла, что Текебаев получил свой мандат благодаря тому, что договорился и дал гарантию того, что он защитит членов Центральной избирательной комиссии от ответственности. Да. Я поняла, что система не меняется, люди не меняются. И вы знаете, вот не может же быть, да, там 4 года люди нарушали закон, белые делали черным, и вдруг проснулись и сказали, нет, мы теперь будем работать честно, прозрачно и законно. Да. То есть привычное понимание, привычная вседозволенность и главное, понимание, что они не будут привлечены к ответственности, оно будет как бы дальше способствовать тому, что нарушения были, да, что и сейчас подтверждается на самом деле. Поэтому я для себя поняла, что те люди, которые были во временном правительстве в 2010 году, да, на самом деле совершили очень много правонарушений, если не преступлений. Да. К сожалению, эти действия также остались без оценки правовой, несмотря на то, что некоторые юристы и правозащитники судились с их решениями. Да. Вот тогда была действительно узурпация власти. И эти же люди сейчас попытались через ЦИК сохранить свое влияние в политике государства, в тех событиях, которые происходили. И если бы это влияние было бы благим в интересах общества, да, то, конечно, возможно, это было бы обусловлено необходимостью и оправдано. А когда люди просто защищают личные интересы, ну, мы видели, что было с нашей Конституцией, да. Я с Текебаевым была в 2010 году в конституционном совещании в составе, и мы там на самом деле же поклялись, вот я сейчас тоже, да, рассказывала кыргызскоязычному медиа, что из-за того, что начались события на юге страны, Текебаев вот на всем заседании заявил, что вот мы норму включили, до 2020 года Конституция не будет меняться. Вот мы все, да, клянемся на крови, вот на вот этих гибелях, на смертях, на душах наших граждан и так далее. Да, и мы на это все как бы, да, согласились, и каждый из нас давал клятву. А в 2015 году вдруг Текебаев очнулся и показал вместе с Куловым, да, по-моему, там была инициатива по изменению Конституции, мы митинговали, выходили, он сказал, это можно, это вот так, и показал все возможные пути. Потом, после того, как Атамбаев понял, как это сделать, его посадил и сам провернул конституционный референдум в 2016 году. Понимаете, и вот такие люди, я считаю, что они уже просто вымерли, и они должны как бы уходить уже, да, Я не собиралась становиться очередной его марионеткой, которая в его интересах будет наводить смуту в обществе, в ЦИКе, в избирательном процессе, чтобы обратно и эти выборы закончились народными волнениями последующие. Тогда мы потеряем государственность. Поэтому я решила, что один в поле, да, ну вот все тоже видели, что очень часто за все эти 4 года в ЦИКе по многим нарушениям, по многим вопросам я оставалась одна, голосовала против, объясняла, почему я против, почему это нарушение. Да? Иногда некоторые члены ЦИК соглашались со мной, но в большинстве, большинство членов ЦИК всегда держало одну позицию. Поэтому я понимала, что сейчас, если система не меняется, лица не меняются, избирательный процесс будет таким же грязным. Будь это будут парламентские повторные выборы, либо какие бы там ни были, да, на тот момент это было неизвестно. Но вы продолжаете следить за выборами, потому что, я думаю, отказаться от этого невозможно, да, это привычка и прочее. Ну, на самом деле, если честно, я не особо наблюдала, я на самом деле взяла, да, такую паузу отдыха, такого самоанализа и оценки всего достигнутого, да, всех тех плюсов и минусов, которые были, да, потому что на самом деле были угрозы, если вы помните, да, в 2016 году во время президентских, во время референдума и кабинет скрывали, много что происходило, да, с этим ЦИКом. И очернение, и огульные негативные там всякие черный пиар. Поэтому я как бы взяла такую паузу для трансформации, для перехода на новый уровень. Вот, ну, конечно, мигранты, да, очень близко я сработалась на парламентских выборах с мигрантами. Очень многие привыкли консультироваться, спрашивать, узнавать, уточнять с регионов, да, журналисты, эксперты. И поэтому, конечно, я в курсе, сейчас уже в курсе многих вопросов, которые происходят. И, к сожалению, вижу, что выборный процесс происходит вот так вот, знаете, тихо, мирно. И вашим, и нашим Центральная избирательная комиссия, к сожалению, бездействует. Кандидаты в президенты, я так понимаю, и группы агитации по референдуму тоже понимают, что ЦИК бездействует, и ЦИК не будет никаких мер принимать. Да, осталась вот последняя неделя, в конце воскресенья уже будет голосование. Как бы, вот знаете, когда
Смирились с этим? Все смирились, все стороны разрешили себе вот делать все, что угодно. Давайте попробуем сделать анализ того, что сейчас происходит. Мы понимаем, что на парламентских выборах было достаточно много нарушений. Применение админресурса, давление на избирателей, подкуп, использование формы 2 и прочее, прочее. А сейчас что происходит с досрочными президентскими выборами? Отменена форма номер 2. Мы прекрасно понимаем, что президентская кампания оказалась достаточно вялой. Мы видим 1, 2, 3, максимум 4 кандидата, которые хоть как-то более-менее активничают. Все остальные куда-то сохранились. Если поступают жалобы и претензии, то только 80% это в отношении одного кандидата. Почему так происходит? Избиратель стал более сознательным или это просто банальная вялость агиткампании? Я думаю, что вообще то, что избирательный процесс сам по себе идет скучным, да, во-первых, действующие, иначе я не знаю, как назвать, временная власть, она не уверена, да, то есть вот этого железобетонного вертикали власти, как было на президентских выборах, как было на референдуме и на парламентских выборах, его нету. Поэтому мы не видим, как раньше, да, вот такого, я не знаю, широкомасштабного административного ресурса. Это хорошо же? Это хорошо. То есть, понимаете, мы сейчас вот была шутка, что вот президента нет, вроде бы мы живем хорошо, знаете. Я честно согласна с этим. Очень хорошо, потому что предыдущие президенты настолько на самом деле разочаровали, да, и вот этот административный ресурс, огульный, такой наглый, когда вот просто ты никто, вот народ, избиратели, граждане, налогоплательщики, вообще быдло, сидите, молчите, только мы умные, мы знаем, только вот так и будет. Сейчас этого нету, конечно, это связано с тем, что здесь нынешняя это временная власть, и они это понимают, да. Вот. Но, к сожалению, остался фактор, на крылском, конечно, вот это кошематчылык, кызматчылык, да, как это будет, когда на местах, в регионах, да, кто-то пытается угодить там Джапарову конкретно, да, и там вот я читала, что был инцидент в Токмаке, по-моему, да, учителей, там врачей привезли на встречу и так далее. Я считаю, что... Было заявлено, что в Узгейне такая история, еще в одном районе Орской области, но, как всегда, было расследование и не подтвердились эти факты. Да? Да. Вот вообще, знаете, я думаю, вот талант Мамытов, как исполняющий обязанности, как спикер, и, Новиков, конечно, вот этого всего не проходил на своей шкуре, да, человек как бы с административными должностями больше был занят же. А Мамытов в 2015 году, помните, когда шли они «Республика Ататюрк», на себе конкретно, что Ташиев, что Мамытов чувствовали на себе вот это давление власти Атамбаева, административного ресурса, да, ограничений и так далее. Я думаю, что Ташиев, что Мамытов могли бы, и Новиков, как премьер-министр, я считаю, что должны были сразу же по каждому факту, который озвучен в средствах массовой информации или в соцсетях о таком административном ресурсе, должны были увольнять. Да, вот в рамках своих полномочий, если это там уполномоченный представитель правительства или это какие-то акимы, которые в иерархии находятся под правительством, да, то есть должны быть уволены, потому что мы как-то пытались внедрить в избирательное законодательство норму о том, что если на какого-то чиновника есть жалоба, то он должен быть отстранен от должности автоматом, а потом уже расследование, а потом уже все остальное. У нас это прописано в законодательстве? К сожалению, нет, но все те, кто являются гражданскими служащими, да, учитывая, что есть сигнал, то порядок отстранения, он написан уже и в законодательстве по гражданской муниципальной службе и в Трудовом кодексе. Да, то есть отстранить законных возможностей у власти есть. Я считаю, для того, чтобы... Вот именно политическая воля. Да, просто вот сейчас, на самом деле, когда человек... представьте, да, я сама, да, не дай бог, конечно, прошедшие различные рода давления и угрозы, да, и со стороны ГКМБ, и с других наших этих, да, и придя, получив какую-то должность и административные полномочия, если вдруг, конечно, пеленой глаза закроют, конечно, это будет ужас, да. Я считаю, что люди, которые вообще не должно быть так, а люди, которые это испытали, как раз они заинтересованные лица в изменении системы. И я думаю, это в рамках их полномочий надо было бы отстранять. И тогда во всех остальных районах это уже не повторялось. А ЦИК, к сожалению, вместо того, чтобы выносить предупреждения и вносить представления в правительство, либо в парламент об отстранении тех или иных чиновников с должностей, они сидят и молчат. Понимаете, то есть у нас по избирательному законодательству, если помните, то у нас есть избирательная ответственность и уголовная, гражданская, трудовая, да, к примеру. Поэтому вот то, что ЦИК по прошедшим парламентским выборам и сейчас
занимается бюрократией и отпиской в правоохранительные органы, там, на места в территориальной избирательной комиссии и так далее, это все ИБД, да, создание, имитация бурной деятельности, потому что Центр избирком по нашему законодательству единственный государственный орган, который обязан гарантировать избирательные права граждан, быть избранным и голосовать. То есть больше по законодательству никаких других органов нету. Если правоохранительные органы молчат, бездействуют, то ЦИК должен выносить. Вот помните, у нас на прошедших парламентских выборах в селе Четнура на Рынской области глава Айлык Нуйту был снят о том, что он говорил, что кандидат от партии Беремдик дал 200 тысяч сомов, по-моему, да, и так далее. И председатель ЦИК, она писала этот вопрос в МВД, по-моему, да, или в прокуратуру, и затягивала, да. Вот просто я поднимала, в течение месяца этот вопрос поднимала. Пришлось потом публично обвинить председателя ЦИК в том, что она бездействует и укрывает, да, вот этот вопрос нарушения. И потом этот вопрос, когда был вынесен на заседание, я добилась, чтобы в решении ЦИК была включена пункт о том, чтобы рассмотреть ответственность руководства МВД за бездействие. ЦИК может это сделать, понимаете? То есть, когда есть нарушение, да, почему народные волнения и народное недовольствие? Потому что, когда люди видят нарушение, потом оно идет как будто бы, все прокричали, да, СМИ написали, люди возмущались, митинговали. ЦИК как будто бы там принял, говорит, ох, мы отписали в КГУР, мы отписали там в прокуратуру, еще кому-то. А дальше что? То есть, исполнение. Да, нет уже. Цепочка должна быть завершена. То есть, как и начало было, так и должен быть конец. Да, я сегодня хотела нарисовать, но не нарисовала, что вот как только появилось сообщение, ушло, и Центр избирком, как единственный орган, должен закрыть вопрос. Понимаете? Сказать, вот, и там же есть сроки. Должен закрыть вопрос. Вот мы отправили в Генпрокуратуру или там отправили в МВД, по их данным, вот так вот события были. По нашей оценке избирательное законодательство нарушено или не нарушено. И если нарушено, то, пожалуйста, выносите предупреждение и закрывайте вопрос. А если есть бездействие со стороны правоохранительных органов, МВД, пожалуйста, ЦИК своим решением отправляет бездействие МВД в правительство, бездействие ГКМВ или Генпрокуратуры в парламент. Насколько вообще эффективно жаловаться на нарушение избирательного законодательства в Центр избирком и в правоохранительные органы? Понятно, что есть бездействие. Как человек может быть уверен, что по его жалобе отреагируют, накажут, расследуют, будет какой-то эффект? Ну, жаловаться и фиксировать нарушения все равно надо, это как бы... Куда лучше? В СМИ, непосредственно в Центр избирком, в МВД, как показывает моя личная практика, то, что публикуется в СМИ, оно гораздо более эффективное, потому что получает публичную огласку. Да, и еще хорошо, когда вы напоминаете, да, что вот это осталось. Вообще, на самом деле, я вот как юрист, который вот в избирательном процессе уже почти 20 лет, я всегда рекомендую писать во все органы сразу. То есть в шапку указывать, да, или... Да, то есть... Нет, во-первых, по закону обязаны все отреагировать, и если это не в полномочиях ЦИК, то они должны ответить заявителю, там, жалобщику, что ваше письмо, там, жалоба перенаправлена в ГП, в Генеральную прокуратуру или в ГКМБ или в МВД, там, и соответственно, наоборот, Генпрокуратура скажет, извините, это не наши полномочия, это полномочия ЦИК, мы отписали им, и те должны рассмотреть. То есть для того, чтобы госорганы не бездействовали, если человеку важно защитить свои права или предупредить нарушение своих прав, то лучше обращаться во все инстанции одновременно, и это как бы закон позволяет. И это можно делать, слава богу, уже сейчас в электронном формате, через почту можно отправить, да, и обязательно, конечно, указать свои контакты и обратные адреса, чтобы можно было бы связываться. Вот. И важно, у нас очень мало граждан, которые вот тоже, да, до конца доводят. У нас, к сожалению, очень часто человек сказал, проговорил, даже в эфир проговорил, да, какое-то нарушение, а в последующем человек может просто спрятаться, либо плюнуть, сказать, система такая, ничего не меняется. Ну, к сожалению, система, да, все еще у нас плоха, да. К сожалению, в судах там справедливости находят. В 99% случаях суды поддерживают решение Центра избиркома, да, вот сколько было нарушений. И, конечно, у людей теряется, да, вот эта надежда и вера. Но иначе никак, да, то есть это наше государство, и в том, что государство становилось как бы правовым, там, демократичным, да, развитым, что самое главное, да, экономически сильным, то важно, чтобы каждый из нас, конечно, начинал с себя, не нарушал, да, если нарушил, то не избегал ответственности, не юлил, не лукавил, и если видит нарушение, то, естественно, реагировал бы и добивался бы
Вот сейчас агитационная кампания заканчивается вот буквально через 2 дня. У нас, напомню, что 9 января с 8 часов утра до 8 часов утра следующего дня, 10 января, день тишины, когда нельзя никого агитировать за или против. Поговорим об агитации. Да? За эти 3 недели, когда начался агитационный период, мы выяснили, что идет очень много черного пиара. И построенные агиткампании некоторых кандидатов, они именно дословно, да, там, обхаивание и черном пиаре других кандидатов. Насколько так разрешается делать? Мы понимаем, что это тоже их мнение, но, насколько мне известно, по законодательству это является нарушением. К сожалению, да. Вот знаете, мне на самом деле обидно за этим всем наблюдать. То есть, я не знаю, фамилии мы можем озвучить или нет? Я думаю, что все как бы догадываются этим, но для того, чтобы нас случайно ЦИК не оштрафовал за дополнительную агитацию, за или против, мы постараемся обойтись без фамилий, но я думаю, что все догадаются, о ком идет речь. Хорошо, попробую без фамилии, но знаете, идут кандидаты, к примеру, да, ну вот я человек, который обратно же, да, вот в гражданском активизме почти 20 лет и в выборных процессах, со стороны власти очень часто слышали угрозы, да, там ребят, там, коллег, большинство парней, да, избивали, да, мне лично там угрожали и вот во время ЦИК, и до, там, и детьми, и кем только они могли, и эти люди сейчас баллотируются, люди, работающие в наших правоохранительных органах. И они теперь говорят, то есть люди, совершавшие такого рода правонарушения, на самом деле преступления, да, но пока раз нет приговора суда, то, скажем, правонарушения. Полагаемые. Да, они сейчас заявляют о том, что вот они будут устанавливать законы, что они достойны быть президентом и так далее. Ну как? Понимаете, в тех развитых странах, на которые мы пытаемся тягаться, там, если кандидат на должность судьи, или на должность сенатора, или на должность президента, если когда-то за весь свой период, там, я не знаю, там, нарушил правила дорожного движения, не оплатил штраф или сбежал с места совершения ДТП, уже за это общественность критикует, и человек выкидывается с избирательной кампании, понимаете, либо сам уходит, помните, даже за любовную интрижку, не говоря уже о взятках, об ограничении прав граждан, об угрозах, о применении административного ресурса. То есть у нас вот этого нет. Мы говорим, нам нужно развиваться, вот мы там феодальное там, государство можем попасть, вот мы только такие демократы, правдолюбцы, да, и при этом признают, что да, брали взятки у своих студентов, а вот эти, которые работали в правоохранительных органах, так вообще не признают ничего, да, я не понимаю. То есть эти люди даже в парламенте сидели, если помните, вот так вот, я прошу прощения, с бумажками, да, и говорили, вот наши доказательства того, что тот или иной политик замешан там в каких-то правонарушениях. Потом это не подтвердилось, за такие вообще вещи человек должен сидеть в тюрьме. И эти люди обратно же, то есть если посмотреть кандидатов, большинство построили на огульной критике, на очернении и так далее, да, то есть почему нельзя поступить, как поступают там в той же Молдове поступили, там в Украине, в Армении, да, в Грузии уже все, они далеко уже давно впереди. Когда кандидаты, которые имеют меньше ресурсов, чем там так называемые провластные или олигархи, да, кандидаты, они, извините, сейчас у нас есть медиа, соцмедиа, да, интернет и куча других возможностей, они повернули избирательный процесс в другое русло. Понимаете, и граждане на самом деле это, мировой тренд. Наши граждане тоже, вот понимаете, вот у меня просто некоторые слова на кыргызском хорошо, да? Хотя сусап трат, да? Люди хотят, желают, вот прямо ожидают, что будут что-то другое, что-то новое. То есть вот эти методы агитации, они могли быть разными. Но всем привычные, все выбрали оппонирование. И, к сожалению, люди, называющие себя там юристами или там обратно же руководителями там правоохранительных органов, которые были, или там, которые говорят, я не знаю, что установят там законность, демократию, сами нарушают закон, да, потому что, смотрите, яркий пример, ОТРК, дебаты. Бесплатное эфирное время. Оно бесплатное эфирное время для кандидатов. Извините, с наших с вами налогов ЦИК потом восстановит расходы ОТРК, ЛТР и других госмуниципальных каналов, где проходят эти дебаты. Да, там, или... То есть деньги идут с нашего кошелька. И в законе, избирательном законодательстве, статье 28 четко написано, что вот это бесплатное эфирное время кандидат не вправе использовать для того, чтобы говорить о другом кандидате, рассуждать о последствиях избрания другого кандидата.
говорить очерняющую информацию, я не знаю, там, разоблачающую, как они называют, там, и так далее. То есть это недопустимо. А кто за этим должен контролировать? Потому что, извините, зачем мы, налогоплательщики, даем свои деньги для того, чтобы кандидат бесплатно выступил? Эта же норма была включена для того, чтобы были равные возможности, чтобы с центрального канала все видели, какие кандидаты идут. Да? Ты должен говорить о себе. Ты должен отслеживать. Вот вопрос. Центральная избирательная комиссия, естественно, единственный государственный орган, который должны были отслеживать. А почему этим не занимаются гражданские активисты, те, кто наблюдает за ходом выборов? Это боязнь завязнуть в этих судах, разбирательствах? Нет, на самом деле, да, на самом деле, на мой взгляд, это двойные стандарты, потому что обратно же, знаете, вот чем больше одного кандидата критикуют, тем больше среди простых граждан рейтинг этого кандидата поднимается, да, то есть никто не хочет подойти с такой точки зрения, да, и гражданский сектор, не все, конечно, да, нельзя всех, но очень большая часть, к сожалению, заняла позицию, что нам возможно определять, что есть нарушение, что не есть нарушение. У меня был спор недавно тоже с одной из наших правозащитниц, и она говорит, ты говоришь о мелочах, вот референдум это крупное. Я говорю, где это написано, кто уполномочил вас определять, что крупное, что мелкое? Потому что, исходя из-за того, что вы вот сейчас заигрываете для того, чтобы там избраться, или для того, чтобы ваш кандидат избрался, или для того, чтобы вообще прийти к власти, что бы то ни было. Но если вы сейчас заигрываете с законом, с правдой, деля, вот это мелкое, а вот это крупное, хотя закон это не предусматривает, через мелкое мы формируем это и крупное, понимаете? То есть раньше всегда наша в обычном, в правовом высоко развитом обществе, скажем так, пусть даже не высоко, в развитом обществе. Гражданские секторы, они же как собаки, как защитники прав и стандартов, прав человека и стандартов. То есть они мониторят, наблюдают и они охраняют. Как только власти, политики во всех государствах начинают что-то неправильно поступать, где-то коррупция или превышение полномочий, то гражданский сектор включается и говорит, вот стандарт, вот рамки, не выходишь, да? И это правильно. У нас это сейчас не а у нас, к сожалению, по крайней мере, 20-й год, октябрьские события, и то, что сейчас происходит, показывает, что лукавство и двойные стандарты, когда некоторые так называемые активисты или правозащитники, эксперты, они решили говорить, это правда, это неправда, это черное, это белое, и переворачивать ситуацию. Когда им удобно, они взяли на себя роль и этот, как вам сказать, образ этих политиков, за которыми они, наоборот, должны были бы наблюдать и строго их держать в ежовых рукавицах. И, конечно, потому что если сейчас кто-то предъявит их же слова, их же поступки, вот яркий пример, смотрите. Парламент после октябрьских событий принял 2 законопроекта по выборам. Первый это приостановить действие норм о проведении повторных выборов парламентских, что вызвало возмущение. И второй законопроект об уменьшении избирательного порога, залога на парламентских выборах и отмена форма 2. Да? Да. Оба законопроекта были приняты с нарушением регламента и процедур принятия законов. Оба. Но претензии вы высказывались только... Понимаете, и наоборот, и худшее. То есть первый законопроект, который был политическим, о приостановлении нормы действия по повторным парламентским выборам, оно даже было обжаловано в Конституционной палате. А второе, и эти же люди, которые обжаловали, большинство они же, наоборот, начали кампанию, чтобы на тот момент Джапаров подписал законопроект об отмене формы 2. Почему? Понимаете, и политик что говорит? Значит, если мы процедуры нарушили, здесь у вас есть интерес, и вы говорите, это плохо, а здесь у вас нет интереса, вы говорите, хорошо, если это можно, значит, можно это все переворачивать и дальше продолжать эту практику. Правильно? То есть, не может... Мы все виноваты. Соучастники. Мы соучастники. Да? Отлично. Хорошо, тогда остановимся на этой. Я думаю, что это вообще отдельная тема для разговора. Мы вернемся к нарушениям, к предполагаемым нарушениям на предстоящих выборах. С чем в день выборов может столкнуться избиратель, когда будут в день выборов, если его нарушаются права? Какие нарушения могут быть? Не так подали чек, не предоставили маску, не допустили голосованию, хотя все прописка, паспорт, все на месте. С чем можно быть? Куда обращаться людям? Смотрите, какие самые наиболее часто встречаемые нарушения. Первое, сейчас, к сожалению, на чем не поставлена точка, это коронавирус.
Да, на прошедших парламентских выборах некоторые мои коллеги публично заявляли о том, что те, которые с температурой, не будут допущены к голосованию. Да, об этом говорил Абдыджапар Бекматов, об этом говорил председатель Бишкекской ТИК Айрат Маматов, но потом он мне говорил о том, что среди выборов было 36 случаев, когда людей не допустили на избирательные участки за температурой. Это нарушение, потому что голосовать и быть избранным – это наше конституционное право. И в Конституции четко указано, что наши права и свободы могут быть ограничены в рамках закона, в целях обеспечения безопасности государства, граждан и так далее, да, то есть быть обоснованным. И выборное законодательство было бы принята норма о том, что вот пандемия, вот коронавирус, в связи с этим там кто с температурой там будет голосовать, там пусть на улице или не будет допущен на участок, да, к примеру. Ну, много-много что другого можно было придумать и сделать, потому что мы видим, во многих государствах прошли выборы в период коронавируса. Но в этой части же закон не поменялся. А Центр избирком, постановление решения Центра избиркома это не есть закон, это подзаконные акты. Они не могут быть выше или больше, чем указано в законе. Понимаете? И поэтому это однозначно нарушение конституционных прав наших граждан. Правительство, к сожалению, вот и к 4 октября, когда были парламентские выборы, бездействовало, да? И сейчас... Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Республиканский штаб, в частности, тоже, да, зачем вот создавать какой-то еще один, вот постоянно создаваемый, знаете, такой бюрократический орган, это практика таких госслужащих, да, которые пытаются за совещанием что-то как будто бы делать, обратно же имитация, да, но по факту ничего нету. Поэтому сейчас было важно, конечно, учитывая, что после вот октябрьских таких митингов многие из нас переболели ковидом, да, понятное дело, что массовые скопления, они несут угрозу. Но правительство должны были принять, тот же Минздрав с органами местного самоуправления совместно должны были бы предпринять действия для того, чтобы такого рода граждане мы смогли проголосовать. Ну, даже если бы юрты поставили бы, да, я не знаю, палатки, если учитывать, что официально всего 36 заявили, да, то есть для 36 человек, даже на каждом участке это будет 5-6 человек, я думаю, у местных органов власти есть все-таки такие юрты, да, ну, или там через МЧС палатки. Возможно это сделать. И поставить ту же переносную урну, да, вот маленькую, которая... То есть это решаемый вопрос, но не решился. Нарушается же право, нарушается же использование ОСУ. Не, у нас же тогда либо надо было, ну вот да, вот видите, обратно же спорно. Ну, надо было бы думать и принимать изменения в закон тогда. Но вот так вот, чтобы Центр избирком с Минздравом пошушукались и приняли решение не давать возможности голосовать тем, у кого есть температура, это однозначно нарушение. С чем еще можно сказать? А потом, смотрите, очень важно, сейчас, ну, конечно, формы 2 нет, с одной стороны. Да, но с другой стороны, просто необходимо было вот Сулайманову и другим депутатам, которые инициировали эти поправки, надо было, вот там же есть норма, что на каждый избирательный участок грузится 2500, да, список только этого участка. Необходимо было просто сказать, что на все участки, как и во всех государствах мира, вывешивается весь список избирателей. То есть 3,5 миллиона избирателей, он как это же база же. Он висит на каждом участке. И если там Абдрахматова пришла на 10:01 и проголосовала, то 12:22, если я вдруг попытаюсь проголосовать, там уже будет видно, что Абдрахматова проголосовала, да, учитывая, что есть биометрика. Вообще поменять систему? Да, не, ну это же, если мы говорим об ИГРН, Единый государственный реестр населения, и что он у нас есть, что мы говорим, что у нас это все цифровизация, у нас списки избирателей в цифровом формате вешаются, зачем вот ограничивать количеством 2500, да, в законодательстве? Раньше это, конечно, это обратно же возможность манипуляции, да, ну мы видели с вами, да, мертвые души, куча всего было. Это старая вымершая норма, которую надо просто исключать. Вот в Молдове, когда это внедрили, ну, Молдова страна, которая, как и мы, да, то есть не впереди и не позади, как бы. Там вот человек приходит, они, когда вот эту систему внедрили, что по паспорту считывали вот этот МРЗ-зону и голосовали, люди попытались, ну, такие же, как и мы, которые пытаются просмотреть, правильно ли работает система, они попытались проголосовать, то есть проголосовали внутри страны, а потом за страной с загранпаспортом уже человек пришел проголосовать, а ему сказали, извините, вот вы там внутри страны. Там... А это работает? Работает. Причем не может быть работать. Поэтому, да, формы 2 не будет, это все исключено. Избиратель столкнулся с давлением на себя, с предложением проголосовать за деньги, как ему себя вести?
Ну, куда сообщать, куда жаловаться? Потому что, как по факту у нас получается, что жалобы не рассматриваются. Да. Ну, у нас по законодательству за подкуп, конечно, предусмотрена уголовная ответственность, да, и ответственность предусмотрена в виде штрафа на самого избирателя, кто получил деньги. И сейчас подкуп, конечно, по подкупу не требует заявления самого лица, кто подкупился, да, или подкупал. А правоохранительные органы, если видят само действие, могут сами возбуждать дело, скажем так, да, и начать следствие и привлекать к ответственности. Но если гражданин вдруг ему предлагает деньги, и он решил это раскрыть, то он должен обратиться в правоохранительные органы, в милицию, с заявлением. И тогда по законодательству он освобождается от штрафа, потому что он сам добровольно заявил. Что необходимо с собой иметь в качестве доказательств? Аудио, видео? Ну, аудио, фото, видео, да, но и тоже там вопрос станет. То есть в практике применения этой нормы нету, и я боюсь, что не будет, потому что, кто придет и скажет, что мне там предлагают 1000 сомов или 2000 сомов. И учитывая, что у нас экономическая ситуация такая, да, вдруг, конечно, появятся граждане, пожалуйста, обращайтесь в милицию, но самое главное, конечно, у вас должны быть доказательства, потому что у нас, к сожалению, в уголовном законодательстве осталась статья о том, что вы сообщили заведомо ложное сообщение о совершении преступления. А переписка, возможно, да, переписка, переговоры, пожалуйста, фото, видео, вообще идеально, да, я всегда советую, у всех у нас сейчас телефоны, все уже умеют пользоваться, включать автоматом, да, диктофон хотя бы. И если получится, так один раз мы поступили с сотрудниками ГКМБ, которые пытались угрожать мне, мой коллега стоял на улице и фотографировал весь этот процесс, да. То есть и потом, когда я заявила об этом публично, у меня были доказательства и аудиозаписи, и фото, да, то есть возможно, просто не надо бояться. Но, конечно, надо быть аккуратными, потому что если вдруг вторая сторона, скажем так, та сторона, которая попыталась подкупить, каким-то образом опровергнет ваше заявление, то они могут понять, конечно же, подать заявление о заведомо ложном сообщении. Еще вопрос такой. Можно о нарушениях? Да. Я извиняюсь. Там самое главное сейчас то, с чем мы боролись, и из того, что я не смогла в ЦИКе добиться, нарушение тайны голосования. Это очень важный, и момент, потому что мы все это время кричим о подкупе голосов, об административном давлении, в отношении большей степени учителей, врачей, что их заставляют голосовать, контролируют их волеизъявление. И важно, чтобы рядом с урной для голосования никогда никого не было. Не было. Пожалуйста, уважаемые граждане, я уже это во всех эфирах, во всех возможных своих интервью и даже ролики сняла, пожалуйста. По законодательству у нас в статье 31 Конституционного закона о выборах президента и депутатов ЖК точно указано, что рядом с урной для голосования не вправе никто находиться, кроме самого избирателя. Если есть затруднения, тем более сейчас это совмещенные, с референдумом, конечно, будут затруднения сориентироваться куда что. На урнах написано, это референдум, это президентский. То есть там уже сориентируйтесь, пожалуйста, будьте внимательны. И главное, чтобы рядом с урной никто не сидел, и вообще ЦИК должен был бы быть сам заинтересован в этом, потому что участковая избирательная комиссия, умышленно или неумышленно становится соучастником, этого административного ресурса и подкупа. Почему? Когда избиратель заходит, кому пытались деньги дать, или кого зашугали, привели с работы, медик или учитель, им говорят, проголосуешь, сидит человек наш, он запишет, за кого ты проголосовал. Понимаете? И член комиссии, который находится рядом с урной, извините, урна, где я урна, вы приходите, и понятное дело, каждый подумает, что этот человек контролирует за вашим голосом. И тем более закон же не зря, эта норма была включена, что никто не вправе находиться для того, чтобы избежать этого фактора, понимаете? И, возможно, член комиссии, к сожалению, ЦИК их так учит, берегите урну, техника важна. Но техника не может быть выше, сохранность техники не может быть выше голоса избирателя, свободного, тайного. Соблюдаем тайну голосования. Да, и это важно, поэтому если вы заходите на участок... никто не может подглядеть, за кем... То есть, если вам угрожают, возможно, предоставили деньги за то, что вы голосуете за кого-то кандидата, пожалуйста, не бойтесь, делайте выбор тот, который вы считаете нужным. Его никто не увидит. И никто следующим не сможет доказать, какой бюллетень ваш, какой мой. Абсолютно. Если даже всякие точечки ставят, ничего это не работает. Не работает. Еще один это я точно гарантирую. И главное, чтобы вы подошли, видите, рядом с урной сидят, просто просите, отойдите, я проголосую. Это очень важно. Да? А можно ли привлечь стороннего наблюдателя для того, чтобы проконтролировать этот процесс, чтобы попросить человека, посмотрите, чтобы он отошел, чтобы он ко мне не подходил? Да, то есть, можно пригласить наблюдателя, можно обратиться к председателю участковой избирательной комиссии, ко всем. Можно просто, знаете,
Я всегда рекомендую просто встать, не кричать, а громко сказать: так, пожалуйста, вот это я считаю нарушением. Вы рядом с урной сидите незаконно. Пожалуйста, отойдите, я потом проголосую. Снимать можно или нельзя? Бюллетень свой снимать нельзя, фотографировать на фото-видео нельзя. Вот, пожалуйста. Кабинку для голосования и урну нельзя фотографировать и снимать на видео. То есть вот это вот, как я там опускаю, исполняю свой гражданский долг, там селфи, это запрещено. Запрещено. За это можно получить штраф. Да, за это можно получить штраф. Видите, ну, конечно, понятно, там будет возникнет спор, что я не показываю свой голос там, да, и там просто бюллетень, но на самом деле просто запрещено. Но территорию участка фотографировать можно? Территорию, да, вот там можно, понимаете, внутри участка можно все и вся делать, фотографировать, снимать на видео, там, да, 24 часа в сутки, если надо, но за исключением того, чтобы вы не нарушили тайну голосования. Это урна и это кабинка для голосования. Все остальное место, пожалуйста, хоть встаньте, целый день снимайте, да, ну, вот ну, то пошло. Еще один такой вопрос. Очень многие избиратели считают, что уже все решено за нас, на выборы ходить не стоит. Почему так думать нельзя? Ну, конечно, к сожалению, почему может быть. Необходимо идти на участок для голосования. Смотрите, на мой взгляд, да, кто не пошел на голосование, ну, обратно же наша молодежь, пожалуйста, пойдите голосовать, потому что молодежь уедет в город кататься на лыжи там, или там, на баллонах, да. Вот, ну, всегда так происходит, когда выборы зимой. И надо сходить. Почему? Первое. Если вы не пошли, это ваше бездействие, это ваше пренебрежительное отношение к своему участию в управлении государством. Да? То есть в последующем, на мой взгляд, конечно, закон это не описывает, но, на мой взгляд, вы лишаетесь права критиковать эту власть. Потому что вы не пришли, не сделали, вы не выбрали, вам было безразлично, кто будет. Значит, вам безразлично, как вы живете сейчас, и вам безразлично, что будет потом. Тогда смысл, да, то есть вы поставили чайник, он начал кипеть, вы вместо того, чтобы его снять с плиты, оставили, ушли, дом сгорел, и потом пойти возмущаться. Вот пожарники вовремя не приехали, не потушили огонь. Зачем? Если вы сами как бы, да, не предприняли действия для того, чтобы этим процессом управлять. Поэтому я считаю, что это обязательно. Ваш голос важен. Слава Богу, в избирательном процессе, признаю, мы добились того, чтобы нету этих вбросов, за вас там кучу бюллетеней никто не положит, урну не поменяют, бюллетеней там миллионы штук дополнительно, как было это на прошедших несколько лет назад выборах, никто не напечатал, и это не произойдет. Да? То есть ваш голос, он обязательно будет учтен, это однозначно. 2 голоса будут подсчитаны достоверно. Здесь лишь важно, чтобы наблюдатели от кандидатов и от неправительственных организаций до конца досидели и выполнили, конечно, свои обязательства чистоплотные и добропорядочные. Где можно посмотреть результаты голосования? Вот эти чеки, протоколы голосования по своему собственному участку. А на специальном сайте Центральной избирательной комиссии ess.shailo.gov.kg, да, ну, оно будет рекламироваться в соцсетях тоже, вы можете найти на самом сайте Центральной избирательной комиссии, по-моему, где-то вверху тоже есть ссылочка. Да. То есть в онлайн-режиме можете наблюдать. И самое интересное, что список проголосовавших, он в последующем, в течение там, такого небольшого времени вывешивается в PDF-формате на сайте, и вы можете проверить. Но там будет вывешиваться, к примеру, Абдрахматова Атыр Болотбековна, номер участка, и все. Потому что никто не знает, за кого вы или как вы проголосовали. То есть то, что избиратель пришел, проголосовал, да, что его голос учтен, вот здесь зафиксировано. Да. И мы не знаем, да. Урна не идентифицирует, то есть она не, вот некоторые пускали слухи, я это перепроверяла, мы вместе перепроверяли. На урне нет ни камер, ничего, на бюллетенях нету номеров, то есть никак никто, вот это точно я как бы гарантирую, вот лично одной из вещей, которых я могу гарантировать в избирательном процессе, что тайна вот в этом смысле будет сохраняться. Да? И важно пойти проголосовать, потому что тем самым люди, вот, конечно, очень часто почему не хотят еще голосовать. Это раньше, да, там результаты подделывались, сейчас, к сожалению, подкупали, да, там угрожали, и люди голосовали. Но учитывая, что за вас никто не проголосует, еще важно сходить, чтобы вы проверили, если вы в списках, да, никто ли за вас там не проголосовал, потому что, к сожалению, до сих пор, да, бывают случаи, когда человек приходит, а ему говорят, а вы уже проголосовали, да. И вот главное, чтобы по таким случаям, конечно, было следствие до конца доводилось, почему, как произошел сбой системы, потому что, помните, на парламентских выборах тоже, да, вот это идентификационное оборудование, система давала сбои и не работала.
Поэтому вы, я понимаю, даже если вдруг это плохо, да, что вы не сможете проголосовать, но зато вы вносите вклад в то, чтобы найти вот эту погрешность, ну, погрешности есть во всех системах, да. И главное, чтобы, если вдруг, вот у нас одно из достижений, то, что смогла сделать, если вдруг избиратель пришел и не смог проголосовать, по-разному почему. Нету его в списках, хотя вот там на том же Тизме.gov.kg вы есть в онлайн, да, в формате в интернете, а вот по факту пришли, вас нету в списках. 2, вы пришли, к вам говорят, а вы уже проголосовали, да, выходит, что вы идентифицированы были. 3, вы там не смогли пройти идентификацию, там не считали пальцы, не считало лицо и так далее. 4, считала, но техника не выдала чек. В обязательном порядке должен быть чек, да, об идентификации вашей. И так далее. То есть вот каждый вид нарушения, он должен быть описан и заактирован, специально внесен в реестр нарушений. А избиратель получает копию себе? Чего? Вот этого? Нет, он может попросить акта копию дать, да, но обязательно избиратель должен расписаться в этом реестре, в этом журнальчике, что он, да, подтверждает это нарушение в его отношении было. И вот если вы этого добьетесь, как бы эту норму я специально внедряла для того, чтобы можно было поднимать и по каждому случаю, да, проверять, почему. Самое вот то, что мы изначально говорили, худшее же в том, что система не меняется из-за того, что никто не несет ответственности. Победители не судят, систему не судят, да, выборы прошли, слава богу, все спокойно, мирно, нет революции. Ну, спасибо. Спокойно избиратели сделают свой выбор как на референдуме, так и на досрочных президентских выборах. Спасибо большое за информацию. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас была экс-член ЦИКа Атар Болотбековна Абдрахматова. Спасибо большое. Следите за нами в соцсетях, обязательно подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, мы есть везде, Twitter обязательно, и Telegram. Помните, что Кактус Медиа любит вас.